Здравствуй, меня зовут Алина, я из Башкортостана, город Белебей. Я учусь в РНИМУ имени Пирогова на 5-м курсе «Лечебное дело». Сегодня я не в первый раз, я уже такой частый посетитель данного мероприятия. Скажи, пожалуйста, что ты здесь ищешь каждый раз, когда приходишь в штаб «Татар»? Здесь действительно классные ребята, я ищу, конечно же, общение, новые знакомства, связи, потому что штаб «Татар» — это действительно про общение, про приятное времяпрепровождение и про татарский язык. Меня зовут Марат, да, я как будто вот вернулся снова в свое родное село, все то же самое, как вот в моем районе. Успел ли ты подружиться здесь с кем-то? Да, достаточно легко познакомиться, так как все в основном одной нации и очень много, общих интересов. Привет, меня зовут Рената, я в первый раз в штабе. Первое, что мне понравилось, это то, что когда я зашла, ко мне сразу подошел Рустам Фаизович и начал меня знакомить со всеми. Он спросил, откуда я, и начал тоже мне рассказывать про девочек, которые из такой же деревни, с какой и я. Меня зовут Арсен, я с Ранхикса, село Барда, Пермский край. Очень здорово. Скажи, пожалуйста, ты первый раз в штабе? Да, я первый раз. А какие у тебя впечатления сложились о людях, о еде, об атмосфере? Атмосфера потрясающая, я сюда попал на самом деле случайно. Мне написал вот друг Марат, поднимаюсь на 15 этаж, и вот ощущаю вот этот запах, я словно оказался на празднике в Барде. Вот, потрясающая атмосфера, здесь все пропитано татарским духом, мне это очень нравится. Сегодня вечер, он хорош тем, что здесь практически 50% людей, которые пришли первый раз. Это очень ценно, это очень важно. Это все татары. В основном, конечно, нижегородцы, Мордовия и Пенза, Самара, Саратов, вот мы знакомились. Поэтому вот этим первокурсникам мы всегда очень рады. Мы их призываем «Эйдагас татарча сюляшигас», «Эйдагас татарча сюляшигас». Я хожу в штаб 3-й год уже. Очень я рад, что когда я прихожу, я встречаю здесь знакомые лица. И когда ты ходишь в штаб, у тебя есть такое место в Москве, где ты встречаешься с знакомыми людьми, любой незнакомый город становится тебе уже немножко своим. Поэтому, если регулярно ходить в штаб, можно вообще себя очень хорошо в Москве чувствовать. Вот, как будто у тебя тут много друзей. Мне тут нравится, тут всегда меня покормят. Всем привет, меня зовут Аделя. Я из Набережных Челнов, в штабе первый раз, но очень много наслышано об этом прекрасном месте. Вот. Здесь, мне кажется, больше ты обретешь друзей тематических. Вот сегодня очень много студентов. Если ты студент, ты можешь обрести себе друга студента. Или здесь очень много таких мусульманских сборов бывает, или очень татарских. Вот. Но если ты, например, больше любишь какие-то другие виды развлечений, то здесь, конечно, немножко сложно будет найти друзей по развлечениям своим. Привет, Ильяс. Ты активный человек у нас в штабе и в землячестве финансового университета. Скажи, пожалуйста, с какой целью ты приходишь в первую очередь в штаб «Татар»? Одна из важнейших вещей – это посмотреть на своих сородичей, скажем так, на людей, которые такие же, как я, у которых такой же жизненный опыт в чем-то, у которых такие же имена, такая же в чем-то религия, культура, семья даже, наверное. Которые вообще-то мои родственники, вот как там сидят мои там 9-юрные, 10-юрные сестры, братья. Меня зовут Алмаз, мне 16 лет, я в штабе уже раз 4-й, наверное. Я обучаюсь в колледже строительном. Вот. Атмосфера в штабе очень классная, друзей нашел достаточно много. Познакомился с Марселем, Марсель Салам. Вот. И просто с ребятами, с которыми я в Ранхиксе вижусь часто, мы вот с ними тоже успели поболтать. Наверное, одним из преимуществ вообще нахождения, присутствия здесь и активного участия является то, что можно поприсутствовать на разных мероприятиях. Я знаю, что это проводится, что вот также Рустам Фаизович, Гульнара, они приглашают на разные мероприятия, где можно поучаствовать и проявить свою активность. Скажи, пожалуйста, в первый раз ли ты в штабе? Как тебе здесь в целом? К большому счастью, я здесь не первый раз. Сегодня очень такая заряженная, интересная, веселая обстановка. Матурый татарча жерладок, поэтому все отлично вообще. Как много друзей ты здесь уже обрел? Приобрел ли какие-то другие связи? Возможно, девушку нашел? Да, таким вот веселым случаем случилось, что вот я тут любовь даже нашел. Да, вот, поэтому все отлично.
Можно ли влюбиться с первого взгляда? Да, считаю, можно. И сейчас мы возьмем интервью у Айзели, девушки Камиля. Айзеля, как ты думаешь, можно ли влюбиться с первого взгляда и получалось ли у тебя такое? Я думаю, влюбиться с первого взгляда нельзя. Я думаю, что это все как бы приходит с тем, как ты узнаешь человека. Ну, лично у меня так. Не знаю, как у остальных, но я думаю, что нет. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в любовь с первого взгляда? О, да, у меня, кстати, она произошла сейчас, недавно. Стоял там в коридоре, увидел очень красивую девочку, мы друг на друга долго смотрели. Нужно подойти, я считаю. Да, конечно, я думаю, что здесь, среди такого количества замечательных парней, можно найти того самого, потому что, есть примеры. И про любовь с первого взгляда, это как-то вот 50... Все-таки надо подумать. Все-таки меньше верю, скорее всего, чем нет. Люди здесь находят свою судьбу. Это происходит 15-20 у нас пар в год. Вот недавно у нас была свадьба штаба. Мы организовываем походы, культурные мероприятия, и вот люди находят друг друга, женятся. Мы этому очень рады и это очень приветствуем. Здесь очень много красивых, конечно, но пока ни с кем не познакомился так особо. А вообще веришь в любовь с первого взгляда? Думаю, да, есть такое. Конечно, можно. Я считаю, что да, если есть такая цель. Если нет цели, то нельзя. То есть твои две цели, которые ты придерживаешься, когда ты ходишь в штаб татар, это поесть и найти девушку? Ну, возможно, я и не проговариваю себе их, возможно, у меня такие цели действительно лежат где-то в подсознании. Но в первую очередь я хожу сюда не поесть и не найти девушку, а чтобы именно поддерживать свою татарскую культуру и чувствовать, понимать свою татарскую идентичность. А какие качества ты ценишь больше всего в любящем человеке? Заботливость, надежность, я не знаю, стабильность я ценю какую-то в отношениях. Чтобы не было там никаких качелей, чтобы все было ровно, спокойно, хорошо. Вот. Я больше всего вообще ценю, наверное, в парнях, будущих, нынешних и прошлых, это красота, это ум. Я очень люблю сарказм, постиронию и так далее, то есть мне нравится такое необычное чувство юмора. И, конечно же, общие интересы. Мужественность, чтобы он был мужчиной. А что для тебя понятие настоящий мужчина? Чтобы он держал свое слово, чтобы на него можно было положиться. Скорее всего, это качество доброта, в первую очередь доброта, решимость, ответственность. Ну, конечно, юмор, чтобы был смешной, веселый и не было скучным. А скажи, пожалуйста, насколько для тебя важна религия, когда дело касается отношений? Потому что мы получили множество ответов, где, например, парни говорили о том, что будут рассматривать исключительно мусульманов. Да, в этом плане, конечно, есть разные семьи и разные устои, уклады, когда действительно твой избранник должен быть определенной веры, религии. Но для меня, да, религия тоже важна. Какой для тебя вообще образ идеальной жены будущей? Шибер болсын деп, тәмне итеп ашарга пешерсен. Значит, умный, проворный болсын керек. Короче, акча күп зарабатывать итсен керек. Вот. Наверное, девушка должна быть в хиджабе, мне кажется, самое главное. Все-таки мы татары, в основном наша вера это ислам. И вот, мне кажется, нужно продолжать нашу веру, как и наши предки. Какие качества ты больше всего ценишь в своей будущей возлюбленной? Честность, заботу и все. А что ты тогда ценишь в человеке, в которого ты можешь влюбиться с первого взгляда? Честность, доброту, искренность, такие качества. Я сам добрый человек и очень хотел бы, чтобы моя дама была добрым человеком. Способность контролировать себя, свои эмоции, наверное, какая-то амбициозность, трудолюбие, гибкость, скорость ума. Важно ли для тебя, чтобы твоя будущая возлюбленная придерживалась той религии, которой придерживаешься ты? Хотелось бы, чтобы это была мусульманка, конечно же. Вот. Если это не мусульманка, чтобы она приняла ислам, ну и хотя бы номинально была в это погружена, чтобы это не было для нее чем-то чужим, чтобы она знала, понимала, что такое, что, когда происходит, кто что делает. Вот. Чтобы это было, опять же, родным, чтобы был человек такой же, как я. Как ты считаешь, важно ли для тебя, чтобы девушка исповедовала ислам? Для меня это является основополагающей вещью для принятия решения, если я хочу с ней построить долгосрочные отношения. Но если я хочу с ней просто общаться, мне это никак не будет мешать. Вот сегодня у нас в районе 110 человек, 110-115 человек.
Мы ботинки пересчитала, вот у нас работница. Вот. Каждый уйдет в кармане 20-30 адресов, телефонов. Это все татары. У нас татары рассыпаны по всему миру. И вот, что нас объединяет? Нас объединяет то, что мы все татары. У нас одно прошлое, у нас одни проблемы, у нас одно настоящее и у нас одно будущее. Поэтому нам нужно в этом большом мегаполисе сохранить татарский язык, быть вместе, добиваться, двигаться и потом помогать татарской нации. Hasretler besiteye, şiddetler sağlara.